Двоих жителей республики, отбывающих наказание в исправительной колонии, приговорили к тюремному заключению за 42 эпизода мошенничества. Об этом сообщает прокуратура региона. Подсудимые предлагали через социальные сети оказать содействие в получении водительских удостоверений любой категории, без сдачи экзаменов. Отмечается, что своим заказчикам они представлялись сотрудниками ГИБДД и с помощью графических программ изготавливали макеты удостоверения, которые затем отправляли покупателям. После получения денег мошенники прекращали общение с ними. Подсудимые признаны виновными в совершении 33 эпизодов преступления за мошенничество, совершенное организованной группой, и за 8 эпизодов по статье «Приготовление к совершению мошенничества организованной группой», а также за 1 эпизод покушения на совершение мошенничества организованной группой. Мужчин приговорили к 9 и 8 годам лишения свободы с отбыванием ими наказания в исправительной колонии общего режима. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, оценивается более 700 тысяч рублей. Экскаватор повредил воздушную линию электропередачи в Нюрбинском районе республики. По сообщению Якутскэнерго, происшествие произошло 10 октября в 4:38 по местному времени. Водитель гусеничного экскаватора задел провод воздушной линии электропередачи, в результате чего произошло отключение электроэнергии. В зоне ограничения электроснабжения оказалась часть жителей Нюрбы. К месту происшествия прибыла бригада электромонтеров. Их силами в 5:36 работа поврежденного участка воздушной линии была восстановлена, говорится в сообщении. О происшествии энергетики сообщили в дежурную часть МВД, где выяснили, что транспортное средство принадлежит частному лицу. Общий ущерб от преступлений в сфере информационных технологий в Якутии за 9 месяцев составил более 115 миллионов рублей. По информации МВД Якутии, за 9 месяцев 2020 года в республике зарегистрировано 1398 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это кражи с банковских карт и дистанционные мошенничества. В основном злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками банков, официальных ведомств, а также операторами связи. Они оказывают психологическое давление на потенциальную жертву и под различными предлогами вытягивают конфиденциальную информацию по банковским картам. Также существуют такие виды мошенничества, как сайты-двойники. Они скрываются под видом онлайн-магазинов, служб доставки и сайтов по продаже авиабилетов и привлекают необоснованными низкими ценами. Мотоциклист погиб в Тампонском районе Якутии. По сообщению ГИБДД, водитель мотоцикла не справился с управлением и опрокинул его. ДТП произошло 12 октября возле села Мегина-Алдан на 2-м километре поселочной дороги. Водитель, управляя мотоциклом «Урал» с одним пассажиром, следуя с участка Бибиех в село Мегина-Алдан, не справился с рулевым управлением и съехал с дорожного полотна с последующим опрокидыванием мототранспорта. В результате происшествия мотоциклист скончался в участковой больнице села. Пассажир не пострадал. По факту ДТП проводится проверка. Следователи возбудили уголовное дело о дезорганизации деятельности исправительного учреждения в отношении заключенного, ударившего сотрудника УФСИН. Предварительно установлено, что вечером 28 сентября осужденный, находясь в помещении отряда строгих условий отбывания наказания, не пожелал исполнить законное требование младшего инспектора группы надзора отдела безопасности, говорится в сообщении Следственного комитета. Также мужчина ударил сотрудника учреждения. Как полагает следствие, осужденный нарушил порядок отбывания наказания и деятельность исправительного учреждения. На данный момент расследование продолжается. Уголовное дело возбудили по факту гибели женщины и 2 малолетних детей в Якутске. Установлено, что 12 октября после тушения пожара в жилом доме, расположенном на улице Степанова в Якутске, в медучреждение были эвакуированы 4 человек. Женщина и 2 ребенка 2016 и 2017 годов рождения скончались. На месте происшествия следователи провели осмотр, опросили свидетелей и изъяли предметы и вещества, имеющие значение для установки причин и обстоятельств произошедшего. Признаков смерти от насильственных действий не обнаружено. Группа неизвестных численностью примерно в 40 человек атаковала в ночь с субботы на воскресенье комиссариат полиции в Шампиньи-сюр-Марн, городке в 15 километрах к северо-востоку от центра Парижа. Злоумышленники с металлическими предметами в руках забросали участок петардами и попытались ворваться внутрь, но это им не удалось. Никто из людей не пострадал. Повреждены несколько автомобилей. Этот участок уже подвергался нападению в апреле. Французские власти связали инцидент с войной криминальных группировок, обострившейся в период пандемии COVID-19, и объявили о начале расследования. Правые политики обвинили правительство в мягкотелости и потакании преступникам. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что будет добиваться запрета на свободную продажу фейерверков. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Выпуск подготовил Юрий Осипов. Берегите себя и до встречи в эфире.